Добрый день. Сегодня хотелось бы рассказать про основные законы природы, так как все живое в мире, все существа в нашем мире и в других мирах, все живут по этим законам, и незнание этих законов не освобождает от ответственности, как говорят. Давайте начнем. Итак, первый закон — это закон единства. Все едино, все есть единое целое на самом деле. И вот эта вот раздробленность, разрозненность, деление, оно идет в низших мирах. Чем выше мы поднимаемся, тем все становится единым. И в самом конце, вот ближе к 12-му небу, да, к 12-му измерению, мы увидим, что все соткано из энергии Бога, Творца. Все в мире. Каждый человек, каждое живое существо, каждая птица, животное, дерево, минералы, все есть одно. Вплоть до других галактик, вплоть до других цивилизаций, мы все друг на друга влияем в этой природе. То есть вся природа — это как единая экосистема, которая соткана из одной энергии Творца. И только спускаясь вниз по мирам, оно вот распределяется на разные уровни, да? На уровне срединного мира, даже нижнего мира. Ну, высшие миры — это понятное дело. То есть, делая добро другим, вы делаете добро себе. И таким же образом, делая зло, причиняя другим, вы причиняете зло себе, потому что все едино, все одно и целое. А второй закон — это закон вибраций, то есть все имеет определенную частоту в мире, и, конечно же, на какой мы частоте, на высоких вибрациях живем, либо на низких, то самое и будет притягиваться. Так, закон кармы. Надо понимать, что все, что мы делаем, имеет свои последствия. И любое ваше действие приводит к какому-то результату, да? Либо к благоприятному, либо нет. И все всегда возвращается, никуда не уходит. Все записывается в казуальное тело, как закон кармы, и будет в любом случае сопровождать либо человека, либо его род. И даже, например, если мы смотрим по нациям, по странам, есть также и карма вот страны, карма народа, карма рода и карма самого человека. Четвертый закон баланса и гармонии. То есть Вселенная, природа, она всегда стремится к гармонии, к балансу, да? Как инь и янь. То есть энергии созидания и разрушения, они всегда стремятся к балансу. Если этот баланс нарушается, то, конечно, происходят большие катастрофы. Так, идем дальше. Пятый закон — это закон трансформации энергии. То есть все, что в мире на самом деле, это все энергия. Все, что существует, это энергия. И энергия, она просто принимает разные формы. Форму человека, форму животных, форму растений. И наши мысли — это тоже энергия. Это огромная энергия на самом деле. Мысли, слова, и все это остается в пространстве тоже как энергетическое воздействие. Идем дальше. Закон притяжения. Закон притяжения понимается в виду то, что мы, куда направляется внимание наше, туда идет и энергия. Да?
то мы в свою жизнь и приводим. То есть, если вы постоянно смотрите какие-то тревожные новости, все время в страхе находитесь, там, смотрите ужастики, вы тем самым программируете, вы направляете туда энергию, свое внимание и притягиваете вот все, что с этим связано, да, там. Если вы фокусируете свое внимание на положительных вещах, к примеру, на природе, семье, здоровью, любви, то, соответственно, в жизнь тоже будет притягиваться подобное. Закон любви. Нужно понимать, что любовь — это огромная энергия, это основа всего. То есть от Творца у нас идет как раз энергия любви, да, всеобъятной. И мы это понимаем в человеческом понимании, это очень такое узкое, конечно же, понятие. На самом деле любовь, она именно должна быть всепроникающей ко всем людям, ко всем живым существам, ко всей природе прекрасной нашей, да, которая нас сотворила. И нужно понимать, что все рождается из любви, на самом деле. Все созидание рождается из любви. 8-й закон — это закон принятия. То есть надо уметь принимать все таким, какое оно есть. Нужно уметь принимать мир таким, какой он есть. И, например, других людей. Все люди разные. И именно на самом деле, именно в этом разнообразии есть красота. В основе своем все едино. Это все энергия Бога, энергия Творца. Просто она проявляется в виде очень разных форм, эта энергия принимает, да? И именно это разнообразие, оно и тем и красиво. Не нужно это как-то отрицать, критиковать. Нужно уметь принимать себя таким, как вас создала природа, принимать других людей такими, каких создала природа, и принимать все, что происходит вокруг. Не отрицать, не уходить вот в ненависть, да, критику и так далее. Следующий закон природы — это циклы, цикличность всего. На самом деле наши предки были очень мудрыми, они жили по циклам природы. То есть по временам года, по обозначениям весеннего равноденствия, летнего солнцестояния и так далее. То есть они жили именно по циклам природы. И все в мире, все во Вселенной имеет свои циклы. Да? То есть все имеет свои ритмы. И даже если мы говорим про природу вот, созидания и разрушения, это тоже имеет свой цикл, как жизнь и смерть, как создание Вселенной, как называют дыхание Брахмана, да? Как создание Вселенной, так и ее уничтожение. То же самое, если в науке, да, смотреть, там черная дыра, как сверхновая создает новые миры и также, замыкаясь, уничтожает все, вбирая в черную дыру. И то есть все есть переход, все есть цикл. И это нужно принимать. Так, 10-й закон — это закон действия. То есть нужно действовать, чтобы что-то получить, чтобы чего-то достичь, всегда нужно действовать. И всегда вдохновение, мотивация, оно приходит именно с действием. 11-й закон — это зеркальность бытия. На самом деле все в мире является отражением вас. То есть все, что вас окружает, какое к вам будет отношение, да, там, социального круга, даже природы.
Это все отражение внутреннего мира. Почему? Потому что вот как раз это первый закон природы, что мы все едины. И когда любой другой человек — это ваше зеркало. Всегда зеркало демонстрирует вас, отражение вас. 12-й закон — это закон свободы выбора. Этот закон работает во всех мирах. И это самое первое, о чем нужно всегда помнить, особенно если вы работаете с тонким планом. Потому что ничто и никто в мире не имеет права нарушать закон свободы воли. И каждый вправе решать сам за себя. И нельзя нарушать свободу воли никакого живого существа. Этим и отличаются, например, принципы шаманизма, да, которые живут в балансе по законам природы. И, к примеру, к деятельности колдовской, да, когда вот эти законы немножко нарушаются, но там все равно все приходит в баланс. Есть высшие силы, которые все равно все приведут в баланс. И, соответственно, пойдет все это на карму. Самое главное — это осознавать и осознанно жить по этим законам природы. Всего хорошего. До свидания.